Dostlar, Kırım'ın koy hocaliginin muvaffaqiyetleri hakkında laf etmeye devam ettiğimiz mına kavuç hakkında korduk. Yani daha doğrusu kavuçun toplanması, bereketinin toplanması hakkında bütün Kırım Cumhuriyeti'nde ise nasıl bereketler toplandı ve aslında bu sahada nasıl yanlıklar ve garibeler var. Tamam, bu hafta bizim misafirimiz bizge tarif edecek. Demek, hürmetli dostlar, karşılayımız stüdyamızda Kırım Cumhuriyeti Koy Hocalığı Nazirinin birinci muavini Denis Kratyuk. Денис Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Отличное настроение. Денис Васильевич, в Республике Крым за текущий год для предпринимателей, которые реализовывают себя в сфере сельского хозяйства, было выделено субсидий на сумму более 3 миллиардов рублей. Расскажите нам, какие направления стали самыми популярными? Сумма значительная. Направления, в принципе, традиционно остаются у нас самыми популярными. Это, конечно, традиционное растениеводство, садоводство, виноградарство. Ну и в этом году, как никогда, мы поддержали свое животноводство. Это крайне важная тема для нас, поэтому постарались, если честно, всем, кто работает в этой теме, дать пропорционально их затратам и всему остальному. То есть, в принципе, нет темы, не охваченной не охваченной субсидией. Угу. Как аграрии реализовывали государственную поддержку? Да, то есть что закупалось вот за счет этих субсидий? Если мы говорим о таких колоссальных вложениях, то самые большие деньги у нас ушли, это закладка садов, новых молодых садов интенсивных. Закладка, конечно же, виноградников традиционно, не менее 800 гектар мы закладываем ежегодно. Животноводство в этом году потребило достаточно более 400 миллионов, то есть у нас это была и поддержка на племенное животноводство, и поддержка на молоко. То есть, в принципе, это вкладывалось в те отрасли, которые продукты мы потребляем каждый день и хотим видеть на прилавке. Угу. А вот вы сказали закладка садов. Хотелось бы уточнить, вот на данный момент это возобновление тех, которые уже, то есть деревья отжили свое, так сказать, либо это уже новые сады тоже появляются? Нет, это абсолютно новые сады. Если мы старый сад корчуем, что в принципе тоже субсидируется, то есть человек, видя у себя на участке сад, старый, будь то фермер, будь то крупное предприятие, приходит на раскорчевку, получает деньги и закладывает новый сад. Единственное условие, все новые сады должны быть интенсивного типа. То есть не приветствуется закладка простых садов неинтенсивных, потому что мы с вами должны понимать, мы ограничены в источниках водоснабжения, и для нас принципиально лучше заложить гектар очень интенсивного сада, чем 10 или 5 гектар более простого. То есть нам нужна продуктивность и эффективность. На сегодняшний день в нашей республике активно поддерживается действительно садоводство и виноградарство. В частности, как показала практика, да, виноградарство – это особая такая, в принципе, традиционная культура для Крыма и очень как бы к нынешним условиям, да, приспосабливающаяся. Расскажите об этом, пожалуйста, подробнее. Ну да, виноградарство, учитывая то, что это культура, которая, в принципе, всегда была традиционной для Крыма, мы являемся одним из 5 регионов в России, которые занимаются виноградарством, но, будем говорить откровенно, виноградарство Крыма – это совершенно другой тип виноградарства, совершенно другие сорта, другой подход. Ну и все-таки к засухе он более приспособлен. То есть мы наблюдали в этом году участки виноградников достаточно зрелых, такие 15-20-летние, которые, в принципе, на недостаток влаги и на высокие температуры не отреагировали и показали нормальную урожайность. По поводу развития, повсеместно закладывается виноград, и он, в принципе, нельзя сказать, что где-то его больше закладывается, где-то меньше. Мы его стараемся распределить все-таки по территории республики, но, опять же, традиционно в местах, где он раньше рос. То есть ничего не изобретаем, раскорчевываем старый, закладываем новый. Ну, бывает так, что, не бывает, точнее, а закладывается на участках, где его раньше не было. В принципе, очень перспективно, с новым законом, я думаю, это будет развиваться все больше и больше. Приживаются ли вот в тех местах, где раньше никогда не росло? Там перед посадкой проводится достаточно серьезное обследование, то есть не выбирается участок просто так. Там проводится целый комплекс мероприятий, вплоть до расстояния от населенного пункта, исследования почвы, там, наличие воды, роза ветров. То есть там учитываются, в принципе, все нюансы. Балки стараются обходить, потому что там температура пониже. То есть виноград культура специфическая, но как ни странно, и это очень приятно, мы не потеряли этих специалистов, которые в этом разбираются и готовы этим заниматься. Замечательно. Стоит отметить об инвесторской поддержке. Сельхозпроекты в Крыму интересны инвесторам? Да, интересные. Опять же, возвращаемся, так получается, к виноградарству. Это крайне активно растущий рынок с точки зрения инвестиций, с точки зрения людей, которые туда заходят. Не отстает животноводство, то есть даже мелкие фермеры привезли такое количество племенных животных в Крыму, на это идет поддержка, что мы 2-3 года и будем видеть уже такой серьезный скачок. То есть для нас задача не просто развивать его, а развивать его в интенсивном типе, будь то мясные животные, будь то там
молочное направление, будь то овцеводство. То есть это крайне важно, но мы хотим видеть не просто его развитие, а именно племенное, именно то, которое не стыдно показывать и о котором не стыдно говорить. Итоги сбора урожая в Республике Крым, каковы они, есть ли рекорды и то, чем можем гордиться действительно в этом году? Да, у нас есть такие направления, в которых мы, в принципе, в этом году преуспели, как ни удивительно. Ну, в принципе, тут понятная тенденция. Земляника в этом году мы дали ее почти более 1000 тонн. Материк ее поглотил. Это рынок бездонный практически для Крыма. Есть у нас в этом специалисты. Нашли мы сорта для себя достаточно удачные. Фрукты. Действительно, единственное, в чем мы пострадали, это персик, конечно, абрикос, это поздневесенние заморозки нам немножко добавили. Яблоко дало гарантированный урожай только благодаря интенсивным садам, благодаря тому, что они все используют капельное орошение, все остальное. Виноград показал абсолютно такие же результаты, как и в прошлом году. Единственный момент был у нас, это недобор по зерновым немножко. Республика полностью обеспечена зерновыми, но мы получили свой миллион, который нам остро необходим в принципе, для жизни. Хотя хотелось бы больше. Но посевы этого года и результаты, которые мы сейчас видим, пока зарождают такую скромную, аккуратную надежду, потому что урожай будет очень хороший. Денис Васильевич, хотелось бы вот все-таки уточнить, 2020 год немножко стал, наверное, так скажем, трудным, да, для всей республики, в принципе, для всего мира. Но вот хотелось бы поговорить, что несмотря на все эти трудности, республика смогла дать очень много рекордов, то есть даже отсутствие воды в некоторых регионах, да. Крым, то есть можно ли сказать, что республика готова вот ко всем трудностям? Ну, я буду вам говорить только про сельское хозяйство, наверное, Да, в целом. Я вижу мы, конечно, про сельское картину, хозяйство. да, но специфика все-таки сельского хозяйства. Скажу вам так, сельское хозяйство такая отрасль, в которой не может не остановиться на секунду. То есть мы не можем закрыть там как магазин или закрыть там какую-то площадку или что-то еще. Мы не можем. Мы вынуждены работать каждый день. Это отрасль, от которой зависит продовольственная безопасность. То есть говорить о том, что кто-то пострадал, да, действительно был небольшой спад по спросу после переработки, те же молочники, сыровары, весной была проблема. Турист приехал, в принципе, все нормально, Крым выровнял эту ситуацию. Все предприятия, которые зашли у нас в ковид весной, еще с весны разработали достаточно эффективные протоколы, то есть работа людей в сменах, работа людей под четким контролем при прохождении КПП. В принципе, вначале это выглядело немножко нелепо, но сейчас дало очень хорошие результаты. Все перерабатывающие предприятия, будь то мясное направление, будь то виноградарство, будь то молочка, переработка, будь то хлебозаводы, то есть все, в принципе, ушли в этот режим, достаточно четко и слаженно сейчас работают. Сейчас уже таких проблем нет. Выявляется человек, группа отсекается и работают люди дальше. То есть остановки смены не происходит. Денис Васильевич, как мы знаем, у нас в государстве поддерживают не только уже успешных аграриев, а и тех, кто только с нуля решил этим заниматься. Расскажите об этом подробнее. Все-таки у нас в Республике Крым какая тенденция в этом вопросе? Много ли таких желающих? Да, в этом году было выдано более 30 грантов, поддержек небольшие суммы от 1,5 до 4 миллионов рублей. Это люди, которые прошли конкурс, которые достаточно внятно и, скажем так, с пониманием отнеслись к этому, сделали хорошие бизнес-планы, которые понятны. В основном это касается, как я уже говорил, садоводства традиционно, земляника. Ничего сверх такого выдающегося, выпадающего из наших рамок не было. В принципе, это те направления, которые всегда есть. Ну и люди, я вам скажу, качество людей фермерских, которые приходят за поддержкой, растет с каждым годом. Люди не приходят просто так получить деньги, они приходят либо уже с каким-то небольшим началом, просто хотят развиваться, либо они уже когда-то это пробовали и просто не хотят делать ошибки, берут деньги для того, чтобы реально их вложить и реально зарабатывать. Планы на предстоящий год? Планы колоссальные. Каждый год у нас прибавляется индикатор по закладке сада, по закладке виноградников. Зерновые культуры мы прибавляем ежегодно около 20 тысяч гектар. В этом году мы посеяли более 500 тысяч. Это рекордный площадь посева для зимних культур. Мы с времен Советского Союза не сеяли такую площадь. То есть для нас это, будем надеяться, я очень такой человек суеверный, то есть хочу видеть урожай уже на таку. Пока мы сейчас видим, но площадь, которую мы посеяли, условия, которые есть, и индикаторы, которые мы выполняем из года в год, только растут. Замечательно. Денис Васильевич, мы желаем успехов и хорошего урожая всем аграриям Крыма и, безусловно, всем представителям отрасли сельского хозяйства и вам в частности. Спасибо большое, что посетили нашу студию.
Урмейлі достар, yayınımызны devam etemiz. Elbette Kırım'da endi 8:30 oldu ve hepimizge muvaffakiyetler tileymiz. Koy hocalığı olsun ya da farklı başka sahalar ama en mühimi bu elbette bu seneni güzel şeklinde bitirmektir ve elbette evlerinizde daima bereket olsun. Elbette sabah yayını devam etin. Elbette Kılef Hamı sizin dikkatinize havale etiliye bizden ayrılmanız.